Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял народную артистку Абхазии и России, кавалера ордена Ахтябша первой степени Хиблу Герзмава. Глава государства поблагодарил Хиблу Герзмава за участие в праздничном концерте, посвященном 25-летию Дня Победы и Независимости. Твое пение, твое отношение к родине стало украшением праздника. Спасибо тебе за все, что было сделано. Мы гордимся тем, что у Абхазии есть такая славная дочь. Гордимся тобой, сказал президент. Хибла Герзмава поздравила президента Рауля Хаджимба и народа Абхазии с 25-летием Победы в Отечественной войне. Спасибо большое. Я снова и снова поздравляю вас, в лице вас и весь мой народ и мою страну души, Абхазию, с праздником. И дай Бог, чтобы был мир и чтобы все, что вы задумали, у вас получилось. Всегда рядом. Спасибо большое. Мне кажется, у нас праздник очень красивый получился. Концерт был на высоте, и я этим очень горжусь. Глава государства вручил Хибле Герзмава юбилейную монету, выпущенную Национальным банком в честь 25-летия Победы в Отечественной войне. Президент передал слова благодарности автору песни «Абхазия моя», композитору Максиму Фадееву. 1 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с делегацией Федерации абхазских культурных центров в Турции. В этот же день глава государства принял делегацию представителей республик Северного Кавказа, оказавших всестороннюю помощь Республике Абхазия в годы Отечественной войны. Президент Рауль Хаджимба встретился с делегацией Федерации абхазских культурных центров Турции. Глава государства поприветствовал участников встречи. Рауль Хаджимба отметил, что рад приезду делегации в Абхазию и выразил уверенность, что всех объединяет не только праздник, но и наше государство, наша культура. Это и ваша страна тоже. Мы должны делить и радости, и горести. Впереди у нас много работы, много нужно сделать, отметил президент. أبريا هندكار شارتي هندكار رجع يحامو أقول غيره حقارك يتسوي يحشل ارتزحن خمبة ده شكل سنيش حامد زمزين في الجوزة جه هزحن يحاولش ورخت في جانا خالة هاد قلنا شعور بيش هاد سنوات بيش أحسن. Председатель Федерации абхазских культурных центров Турции Атанур Акузба подчеркнул особое значение вопроса сохранения и развития абхазского языка. Нас очень обрадовало то, что парад Победы прошел на абхазском языке, сказал Атанур Акузба. Руководитель регионального отделения ВАК в Турции Ахмед Хапат отметил, что абхазская диаспора готова прилагать все усилия для содействия развитию и процветанию Абхазии. Президент Рауль Хаджимба встретился с делегацией представителей республик Северного Кавказа, оказавших всестороннюю помощь Республике Абхазия в годы Отечественной войны 1992-1993 годов. Глава государства поприветствовал участников встречи и выразил благодарность за то, что все эти годы, несмотря на трудности, братья Северного Кавказа рядом с Абхазией. Для нас было важно нахождение с нами на этом мероприятии людей, которые сделали очень многое для того, чтобы Абхазия состоялась, Абхазия была бы такой, какой вы ее сегодня видите. Абхазию поддержали народы Северного Кавказа, юга России. И вот это начинание дало нам возможности сохраниться нашему народу. Мы искренне рады видеть вас, людей и сегодня продолжающих активно работать вместе с нами. Общественный деятель, депутат Верховного Совета в 1990-1993 годов Мухаммедин Тумов поздравил президента Рауля Хаджимба с 25-летием Победы и независимости Абхазии. Спасибо и за приглашение. Мы с большим удовольствием приехали разделить с вами эту радость. Я имел счастье во время войны не раз встречаться с Владиславом и в Москве, и здесь, в Абхазии. Это был действительно великий сын абхазского народа. 14 августа прозвучал и другой голос, голос Юрия Хамзатовича Калмыкова. Он призвал весь адыгский мир, все республики Северного Кавказа идти на помощь Абхазии.
И специально, он и всему миру, наверное, и для грузинских агрессоров сказал: мы не оставим в беде Абхазию. Это услышали все. Агрессор был жесточайший против абхазского народа и против всех их добровольцев. Бывший председатель Совета старейшин черкесов Шапсугов Руслан Гвашев пожелал народу Абхазии мира и процветания. Он отметил необходимость усиления работы в направлении сохранения и развития абхазского языка и высоко оценил проведение военного парада на площади Свободы в честь 25-летия победы на абхазском языке. В языковой сфере много проблем, но я дождался, услышал новость, которая привела меня сюда. Она дала мне крылья, сказал он. Это то, что все военное действие на площади вы провели на абхазском языке. Руслан Гвашев поблагодарил народ Абхазии за то, что помнят имена добровольцев. Еще раз спасибо вам, что имена Султана Сосналиева, Калмыкова, Шанибова при жизни, Заура Налоева помнит эта земля. В докладах прозвучало. На встрече президент вручил Мухаммедину Тумову орден Ахтзапша третьей степени за оказание всестороннего содействия Абхазии в период Отечественной войны и вклад в организацию добровольческого движения. За вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии глава государства вручил юбилейные медали за победу ряду добровольцев, членов делегации. Рената Шакая, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба принял заместителя руководителя Федерального казначейства Российской Федерации Станислава Прокофьева, который выразил благодарность за возможность принимать участие в юбилейных мероприятиях. Праздник прошел прекрасно. Мне приходилось и раньше участвовать в таких мероприятиях, но уровень того, что было вчера, просто превосходен. Большое вам спасибо за поддержку нашей родственной структуры. Я знаю, сколько времени и сил вы уделяли для создания казначейства, и я знаю, что вы активно продолжаете поддерживать наших коллег. Огромное вам спасибо, сказал Станислав Прокофьев. Глава государства поприветствовал гостя и отметил, что взаимодействие между казначействами для нас имеет большое значение. Первые шаги в работе казначейства были непростыми. Они хорошо известны министру финансов. Все проекты были под жестким контролем. Это условие, которое необходимо государству. Мы рады и в дальнейшем сотрудничать в этом направлении, сказал Рауль Хаджимба. Рауль Хаджимба встретился с главой Союза казаков войска Донского Николаем Козицыным. В честь 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии Николай Козицын подарил Раулю Хаджимба коня донской породы по кличке Рубин. Он также преподнес президенту в подарок казачью шашку. Президент поблагодарил Николая Козицына. Николай Козицын поздравил президента с 25-летием Дня Победы и независимости и 10-летием признания со стороны Российской Федерации. Праздничные мероприятия показали, что все народы Кавказа едины. Только в сообществе мы сможем защититься от любого врага. Храни Господь мирное небо над Абхазией, сказал Николай Козицын. В Сухуме открыта памятная доска герою Абхазии Валерию Тамбе. Памятную доску установили на стене дома номер 11 по улице Киараз в новом районе столицы, где жил Валерий Тамбе. Репортаж Али Китрабш. На открытии памятной мемориальной доски в честь героя Абхазии Валерия Тамбе присутствовали ветераны войны, родственники и друзья погибшего. Валерий Тамбе с первых дней войны встал на защиту своей родины. Входил в группу Афоно-Ишерского батальона, был комиссаром. Боевые товарищи вспоминают Валерия Тамбе как человека чести и достоинства. В кругу бойцов он всегда пользовался большим уважением и авторитетом. Герой Абхазии Валерий Тамбе был самоотверженным и бесстрашным воином, истинным патриотом своей родины. Вместе с Афоно-Ишерским батальоном принимал участие в мартовской, июльской и сентябрьской наступательных операциях. Был неоднократно ранен, но все равно возвращался в бой и продолжал сражаться за родину. Нам поставили задачу подняться на помощь Шрому. И он был ранен в руку, осколочные ранения. Много крови потерял, но и мы жгутом завязали его руку. Я просил, чтобы он спустился в команду, чтобы ему показали помощь. Но он ни в какое. Потом я останавливаю БМП, значит, насильно даже вот так затолкал его. Я говорю, давай спустись, окажут тебе помощь, а потом поднимись. Посадил и метров 20-30 прошел БМП, и смотрю, обратно он идет к нам. На третий день мы приехали в Гудауту больницу, а там осколок сняли с рук. В сентябре 1993 года абхазская армия начала наступательную операцию по освобождению столицы. На подступах к Сухуму в районе Универсама несколько часов шли ожесточенные бои. Это сражение для Валерия Тамбе стало последним.
Гумистру почти полностью очистили. И приказ дали подняться на 16-этажку. Вот там он, один из первых, он поднялся с ребятами. И вот там в неравном бою он погиб. Герой Абхазии Валерий Тамбия погиб за 10 дней до победы на 52-м году жизни. Увидеть свободную и независимую Абхазию ему не удалось. Однако все то, о чем он мечтал, смогли увидеть его дети и внуки. У Валерия Тамбия 3 сыновей и 5 внуков. На мой детский вопрос, сколько насечек, папа, у тебя было на прикладе, сколько грузин ты убил. Человек, находясь на фронте, держа оружие в руках, все равно человеческий облик не потерял и крайне резко воспринял такой вроде непринужденный детский вопрос. И вот единственный раз, когда я вот отчетливо помню, что отец рассердился и поругал. Родственники Валерия Тамбия вспоминают его как умного, отзывчивого, великодушного человека. Он был чуткий, мудрый, немногословный и в то же время очень наделен был замечательным чувством юмора. Всегда спешащий на помощь, всегда радушный. Его прозорливый ум, незаурядная эрудиция всегда производили на людей впечатление. Его семье не хватает, конечно, отца, но моя тетя Лиля воспитала и вырастила сама, но с памятью о своем супруге прекрасных, замечательных детей. Память о герое Абхазии Валерии Тамбия и его погибших товарищах будет жить вечно. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Образование, здравоохранение, социальная сфера, оборона и безопасность, а также международные отношения стали главными темами расширенного совместного заседания Комитета Народного собрания по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Подробности заседания в материале Асиды Малия. Привычный формат в необычном составе. Депутаты Народного собрания провели расширенное заседание с участием членов Комитета Госдумы Федерального собрания по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Конечно же, на повестке дня вопросы международного характера, которые возможно решить сообща. Первый вопрос по повестке коснулся сферы образования. Депутаты Народного собрания интересовались, возможно ли предоставить за счет средств финансовой помощи Российской Федерации Абхазии учебники русского языка, литературы, географии и комплектов карт по истории и географических карт для учащихся школ республики, а также методических пособий для преподавателей. Депутат Астамур Логу отметил, что данным вопросом занимались коллеги прошлого созыва, однако воплотить его не удалось по объективным причинам. Заявку подавали в Россотрудничество. Заместитель председателя Комитета по делам СНГ Константин Затулин порекомендовал представить расчеты в межправительственную комиссию. Здравоохранение, социальной сферы касались следующие вопросы повестки. Абхазские парламентарии интересовались у своих российских коллег возможностью реализации программы «Материнский капитал в Абхазии». Законодательство позволяет этот вопрос решить положительно, без дополнительных каких-то других конкретных решений. И этот вопрос тоже был поставлен перед руководством Российской Федерации. И мы тоже при встречах не раз мы это озвучивали. Конечно, это было бы большим подспорьем, большим делом для нашего населения. Вместе с тем, как отмечалось на встрече, нашей стране данная программа не подходит. Об этом говорили и депутаты Народного собрания. Следующий вопрос был связан с возможностью упрощения процедуры получения гражданства России гражданам Абхазии, на что глава российской делегации ответил. Пока речь идет о проведении совместного совещания Государственной Думы с администрацией президента. Опять же, кто-то против, кто-то за. Очень трудно идет это дело. В течение примерно 20 лет одни и те же люди сидели в управлении по гражданству против всех вопросов упрощения гражданства. Вот что все, не будем ничего давать, вот просто не дадим. А есть куча проблем. Не только у абхазов, у русских людей за рубежом. Депутаты Народного собрания в рамках повестки подняли вопрос статуса ратификации, пожалуй, немаловажного документа, позволяющего с абхазским дипломом легально устроиться на работу в любом российском учреждении. Также это касается тех, кто собирается поступить в высшее образовательное учреждение с аттестатом любой школы республики. Легализация не только по сути Российской Федерации, надо выехать на территорию России и еще легализировать документы. Я обратился на ускорение вопроса.
ратификации этого документа, для того, чтобы к следующему сентябрю снять эти вопросы для наших детей. И эти детки, и наши, чтобы они все силы заложили для того, чтобы По информации Затулина, данный проект еще не передан на ратификацию в Госдуму. Как только правительство или президент вносят международный документ, мы тут же запускаем процедуру ратификации. Это соглашение в данном случае правительством пока не внесено. То есть мяч здесь на стороне нашего правительства. Мы поинтересуемся, сделаем запрос соответствующий, почему они с этим тянут. Могут быть разные причины. В части обороны и безопасности народные избранники предложили обсудить вопрос облегченного пересечения российско-абхазской границы. Многочасовые очереди, длительные проверки и масса разрешительных документов для въезда или выезда на автомобиле. По мнению депутатов парламента, все эти меры искусственно усложняют ситуацию, на что Затулин ответил, что данные меры имеют свою особенность. Россия пережила очень большие трудности в результате происшедшей войны в Чечне, внутренний терроризм, к которому добавились международные спонсоры и так далее, и так далее. И здесь вот эта вот чрезмерная, может быть, перестраховка, она объясняется этими обстоятельствами. Безусловно, я хочу на это обратить внимание, вряд ли это может быть достигнуто, например, в условиях внутриполитической нестабильности в Абхазии. А она случается, мы это прекрасно знаем. И наша власть никак не хочет, чтобы споры нестабильности проникли не только там наркотики или оружие, но и споры нестабильности каким-то образом проникали. Константин Затулин заметил, что вопрос упрощенного пересечения границы должен решаться на более высоком уровне. Со своей же стороны он предложил парламентариям отразить свои рекомендации в докладе, который станет своего рода дорожной картой для решения данного вопроса. Участники расширенного заседания обсудили вопросы содействия российских коллег в укреплении международных связей республики, в том числе по расширению круга официально признавших Абхазию государств и созданию условий для вступления в международные организации и объединения. Также обсудили вопрос предоставления возможности участия в международных парламентских мероприятиях, проводимых Госдумой. Константин Затулин отметил, что в Комитете Госдумы по делам СНГ намерены отстаивать и лоббировать интересы Дружественной Республики Абхазия. Асида Малия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Сухуми открылся фонд Айтглара Ацха, созданный при поддержке Кавказской Федерации. На церемонии открытия, которая состоялась в понедельник в Сухуми, присутствовали депутаты парламента, политические и общественные деятели, представители нашей зарубежной диаспоры. Главная цель фонда – укрепление отношений между Абхазией и диаспорой в Турции. Аналогичные фонды уже открыты в Нальчике и Майкопе. Да, укрепить связи между диаспорой в Турции и людьми, проживающими в Абхазии, обмениваясь культурами, образовательными программами. Фонд уже завтра открывает программу, называется программа «Ювелирный дизайн». То есть это традиция изготовления ювелирных украшений, которые сохранили наши диаспоры. Это работа в проволоке серебряной, различные вещи. То есть вот 10 студентов с Абхазского университета, с отделения искусства будут обучаться этому, чтобы в дальнейшем уметь развить это как бы у себя. В преддверии праздника 25-летия со Дня Победы и Независимости руководство пивоваренного завода «Сухумский» за счет собственных средств отреставрировало мост по улице Адлиба в районе Маяка. По словам жителей, мост со времен Отечественной войны не ремонтировался и находился в аварийном состоянии. Отсутствовали пешеходные ограждения, что подвергало опасности людей. Сейчас здесь установлены перила и уложен тротуар. Старые нефункционирующие водопроводные трубы и коммуникационные кабели были убраны, так как во время паводка они задерживали мусор, и река подтапливала близлежащие территории. Руководство пивоваренного завода «Сухумский» во главе с Самрой Григорьевной Анова решило взять шефство над восстановлением и реставрацией этого моста, который мы видим в преддверии праздника. Мы успели его восстановить и делаем как бы от себя подарок всем жителям города Сухум. И горды тем, что мы внесли свой вклад. Коллектив пивоваренного завода «Сухумский» всех жителей нашей республики поздравляет с 25-летием Великой Победы и желает всем мирного неба над головой. Мне хочется сказать слова благодарности руководству пивзавода за то, что они сделали такой подарок нам, всем жителям этого района.
И не только жителям, но и всем пешеходам, которые здесь ходят. Здесь бегают дети, школьники, они, сами знаете, быстрые, все может случиться с ними. А сейчас огородили, когда уже более спокойно можно ходить. В Гагре прошел очередной турнир по теннису «Большая абхазская шляпа» памяти Сергея Багапша. Турнир собрал около 50 участников из различных городов России. Об этом материал, подготовленный нашими коллегами из Гагарского телевидения. На протяжении 17 лет на теннисных кортах Гагры в преддверии Дня Победы проходит международный турнир по теннису «Большая абхазская шляпа» под руководством главного организатора, депутата Государственной Думы Российской Федерации Константина Затулина. В этом году в турнире принимают участие 46 игроков из Москвы, Сочи, Тольятти, Севастополя, Ростова, Камчатки и других городов, среди которых летчики-космонавты, народные артисты, депутаты, а также любители тенниса из Абхазии. Турнир организован российским теннисным клубом «Большая шляпа», теннисным клубом летчиков-космонавтов, Институтом стран СНГ. Мы начали проводить эти турниры в те годы, когда Абхазия официально еще не была признана в России и других странах, потому что мы любим Абхазию. Официальный лозунг этого турнира, который не менялся, его девиз «Россия и Абхазия – две страны, один народ». Не потому, что мы думаем, что Абхазия – это какая-то часть русских, потому что мы по нашему мировоззрению, по нашим жизненным установкам, по сути, единомышленники. За эти годы турнир не прошел только однажды. Мы его отменили в 2004 году из-за трагедии в Беслане, которая как раз произошла в сентябре. Конечно, в этой ситуации мы не могли ничего проводить и не проводили. А так, турнир уже давно привлекает ветеранов тенниса из разных городов. Я думаю, что этот турнир будет существовать, пока мы будем живы и способны держать в руках ракету. И, конечно же, можно найти возможность сыграть в теннис где угодно, в России теперь. Но для нас очень важно, что этот турнир проходит в самые знаменательные дни накануне Дня Победы и независимости Абхазии. Многие из тех, кто участвует в этом турнире, так или иначе помогали Абхазии выстоять, обрести эту независимость. Сегодня в этом турнире принимают участие 4 летчика-космонавта Советского Союза, Российской Федерации, народные артисты, депутаты, обычные люди, можно сказать, рядовые, но их объединяет любовь к Абхазии и желание поддержать республику. Президент Федерации тенниса Абхазии Тамаз Абгаджаба отметил значимость данного спортивного мероприятия. К большому счастью, наверное, сегодня в Абхазии проходит турнир, который продолжается уже многие годы. Мы рады видеть гостей, которые приехали к нам на родину. И я вот хочу подчеркнуть, что среди участников турнира есть заместитель президента Федерации тенниса России Лазарев, который помогает нашим детям. У нас был с ним разговор сегодня. Он пообещал повысить категорию турниров, которые мы проводим в Абхазии, детские. Огромная благодарность. Да. Если будет повышена категория, то турниры, проводимые в Абхазии, будут более значимые. Мне хочется поблагодарить руководство республики, администрацию Гагры за предоставленные корты. Они всегда находятся в хорошем состоянии. И я думаю, мы каждый год будем продолжать этот турнир. Спасибо огромное всем участникам. Более 350 спортсменов из России и всех районов Абхазии собрал ежегодный международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб, который проходит в эти дни в Пицунде. С 28 сентября по 6 октября в Пицунде будет проходить ежегодный международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, погибшего в Гагарской наступательной операции кавалера ордена Леона Георгия Блаб. В этом году в турнире будут участвовать более 350 спортсменов из различных регионов России и городов Абхазии. Официальное открытие спортивного мероприятия состоялось на территории объединения пансионатов курорта Пицунда. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром ливневый дождь с грозой. Днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 14-19, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.